Я работаю в мире новостей, последние 27 лет это газета, молодежь ее не читает, но кроме этого я не с вашего возраста, а с 12 лет собираю биографии, фотографии высшего руководства нашей страны. И просто хотел поделиться своим мнением о том, кто приходит и как. Вы же все, большинство из вас не на завод хотите идти, правильно? А прийти к власти для того, чтобы побольше иметь возможностей, либо побольше иметь возможности себе, либо побольше иметь возможности государству. Вот я всегда хотел прийти во власть, чтобы побольше иметь возможности не для себя, а для страны, для государства. И вот я с членами Политбюро ЦК КПСС их биографии собирал, в том числе Михаил Сергеевич Горбачев, Егор Яковлев, но он член ЦК был, Егор Лигачев, Александр Николаевич Яковлев. Потом, в 90-е годы, я с ними со всеми общался. Вот. И когда первый раз, я для затравки расскажу интересную историю. Я сам родился и жил в Каракалпаке. Это зона экологического бедствия, мусульманская, больше чем на 70% СССР. Ну, там 30% не мусульман, 70% было мусульман. И вот когда там началась борьба за то, чтобы Арал не обмелел, чтобы Арал восстановить Аральское море, стали приезжать из центра, не только из Москвы, из Питера, из Красноярска, значит, стали приезжать большие руководители, проводить совещания. Ничего от этого не менялось. Вот. Арал мелел. И вот когда я в 93-м году появился в Москве, у меня было главное желание об этом рассказать не только Горбачеву, который уже не был президентом, а был председателем фонда своего, Горбачев фонда, но и тем, кто рядом с ним. И я пошел к одному из его помощников, папе нынешнего директора Мосфильма Карена Шахназарова, Георгию Шахназарову, и говорю, вот я хочу выступить с таким докладом. И меня, значит, включили Горбачев в президиуме, Яковлев, Шахназаров и много немцев. Ну, вы знаете, Горбачева очень ценили немцы и любили немцы, в отличие от наших граждан, немцы Горбачева ценили. И вот они все сидят, и я выступаю об экологии в Каракалпаке, о зоне экологического бедствия, и вдруг кто-то мне что-то на немецком говорит, а я учил английский. Я не понимаю, 5 минут говорят что-то мне, 6 минут, 10, а я продолжаю выступать. И мне Горбачев говорит, Андрей, вам наши немецкие товарищи говорят, надо заканчивать. А кто вас научил так много говорить? И что вы думаете? Я говорю, Михаил Сергеевич, вы нас заговорили, перестройку угробили, страну угробили. После этого что он мог сделать? Меня больше не звать. Нет, меня после этого звали. И Георгий Хасроевич Шахназаров мне рассказывал. Я говорю, Георгий Хасроевич, наверное, больше не позовут на встречу. Он говорит, нет, Михаил Сергеевич ценит, что вы говорите искренне. У меня было около 20 встреч с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, интервью короткие, большие я не делал. Он говорил одно и то же, как заезженная пластинка, постоянно одно и то же слушать неинтересно. Но последний раз были те, кого сейчас называют иноагентом, Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева. И была встреча в кинотеатре «Пионер». Там был один из кандидатов в президенты России, Прохоров, еще какие-то известные люди. Вот Михаил Сергеевич Горбачев встал и говорит, вот мы тут находимся, я, говорит, одно не могу понять, скольких я людей во власть выдвигал, все они оказывались казнокрадами, предавали нашу страну. Как это, почему это происходит? Я говорю, потому что вы не учитывали двух правил. Надо выдвигать в большую власть те, у кого минимум родственников, лучше сирот, и у которых есть психические болезни. Насчет первого он спорить не стал. Он говорит, да, если много родственников, это получается плохо. Это получается тянут тупых, малообразованных, неграмотных, любителей воровать родственников во власть. А почему психически больных? Я говорю, только психически больным людям материальное не важно. Важно другое. А все, кто психически здоровые, если они приходят во власть, они, может, много не тянуть от воспитания, но им все равно для материального имеет значение. Он подумал и сказал, и что ж мы теперь психбольных будем во власти? Я говорю, у вас половина все равно таких и в Политбюро, и в ЦК, и везде были. Это Пугачева и Галкин. Галкин говорит, Князев, а мы знакомы с ним с его 18-19 лет. Тебе, говорит, надо тоже на сцене выступать. Я говорю, вот Задорнов с тобой выступает, будет место свободно, я готов. Ну, Галкину это не нужно было. Вот. Но это я к чему рассказываю, что вот в чем парадигма вот этих моментов политических деятелей наших, в том, что это обычные люди, обыватели. Вот Иосиф Виссарионович Сталин, я к нему неоднозначно отношусь.
Меня очень расстраивает, что много людей погибло безвинно, но он обывателем не был. А Никита Сергеевич Хрущев был обывателем, поэтому заставлял народ сажать кукурузу там, где не положено. У него не было стратегического мышления. У Сталина было стратегическое мышление, у Хрущева не было. У Брежнева совсем обывательское. Вы, не знаю, я, конечно, его лично не знал, но я много читал о том, как Брежнев говорил: вы не думайте, что наш народ бедно живет. Мы вот в юности мешок картошки погружали, 2 мешка. Мешок картошки себе, мешок туда. То есть Брежнев думал, что весь народ только живет воровством. И вот это вот у него понимание. И он говорил: не надо, это много напрягаться не надо. Народ прошел войну, пусть расслабляемся. Вот благодаря такой политике обывательской, добрый человек был Леонид Ильич, в отличие от Сталина. Он не был таким, каким был Ельцин, да, каким был Горбачев, он был государственником. Но он был обывателем. И вот то, что обыватели во власти, это очень плохо. И когда ругают Путина, к которому я неоднозначно отношусь, особенно в связи с рядом событий, я говорю: этот человек не обыватель. Много могут быть ошибок, но он не обыватель, он государственный деятель. И это хорошо. А если обывателя поставить, всю страну растащат к чертовой матери, будут национальные распри, межнациональные распри, будут гражданские войны. Нам ничего этого не надо. Поэтому пусть будет не все хорошо, пусть будет меньше демократии, меньше гласности, но зато будет государственный подход к тому, что происходит. Я хорошо знал Александра Николаевича Шохина, он жив, он возглавляет Союз промышленников и предпринимателей. Сейчас я докончу, полминутки. Докончу. Значит, Александр Николаевич Шохин занимал пост вице-премьера России во времена Ельцина и Черномырдина. И я говорю: Александр Николаевич, вот члены Политбюро, вот такой стоял на трибуне, такой, Кириенко, Суслов, Романов, Горбачев, вот в таком распорядке. И вот, а как сейчас распределено? Что мне ответил Шохин? Вот я получаю столько-то, первый вице-премьер, то есть он говорил только о деньгах, а не о влиянии. Я понял, что Шохин — это небольшого государственного ума человека. Поэтому он перестал быть вице-премьером. Такими же негосударственного ума людьми были Чубайс, был Потанин и многие другие бизнесмены, которые входили, а некоторые из них и сейчас, другие входят в состав руководства. Например, Шувалов, глава ВЭБа. Он был первым вице-премьером правительства России, умнейший человек, образованнейший, грамотный, но не государственный. А во главе страны должны быть государственники, некоторые из них параноиками, как Сталин, могут быть, некоторые из них психопатами, как я. Я психопат, я патентованный психопат, это нормально. А некоторые шизофрениками, но шизофрениками страшнее всего. Потому что шизофреник думает о том, что это есть, а этого нет. Понимаете? Вот поэтому шизофреники лучше не допускать. А параноики и психопаты должны быть во власти. А теперь можно вопрос. Как обыватели стали генсеками? Как обыватели стали генсеками? А они подлизывали. Что делал Хрущев? Он приходил к Сталину, танцевал ГПК и говорил: Иосиф Виссарионович, прекрасно, давайте мы расстреляем не 10 человек, а 25. Но Сталин сказал: с кем мы работать будем? Ты что, дурак, Никита? То есть эти люди видели, что тенденция есть, и они, наоборот, укрепляли. Брежнев, никто не думал, что такой, человек обывательский, да, обывательский мыслящий, когда-нибудь станет во главе. Они думали, что он не страшен. Его назначили на 2 года. В 1964 году Брежнева назначили временным руководителем. Должен прийти большой государственный, тогдашний секретарь ЦК по вопросам правоохранительных органов, бывший председатель КГБ Александр Николаевич Шелепин. Но не случилось, потому что кандидаты в члены Политбюро старели, им надо было быть людьми, которым все должно быть спокойно в их семьях, среди их родственников, в стране тоже. Перемен, чтобы не было. И поэтому они оставили Брежнева. А должен быть Шелепин. У нас бы тогда страна начала развиваться иначе, это интенсивно, если бы пришел в конце 60-х Александр Николаевич и его команда комсомольцев. Вот так. Поэтому обыватели были важны. А Борис Николаевич Ельцин, это говорить нечего, он был не просто обыватель, а человек с огромнейшими амбициями. Амбициозный обыватель, да еще сильно пьющий, алкоголик. Это самое страшное. А у нас его допустили к власти. Вот как-то. Горбачев был обыватель, ему тоже было важно поговорить, наговорить что-то, чем-то удивить людей, еще показать себя перед Западом. И поэтому тоже
как человек, я с ним реально много общался. Ельцина я видел издалека. Ну, на мероприятиях близко нет. Горбачев как человек был прекрасный. Он хороший собеседник, он допускал в разговорах критику, это правда. Но это не генеральный секретарь. Он мог быть секретарем, и был, Ставропольского крайкома партии. И неплохим. Там работали, все. Но до высшей власти таких людей нельзя допускать. Идеология новой страны, обновленной, в чем должна заключаться? В том, что человек должен прежде всего думать о том, как развиваться, а не о том, в какую одежду сегодня, какую завтра, какую послезавтра одеть. Это не значит, что это плохо. Это должно занимать свое место, да, но не в первую очередь. А у нас именно сейчас так. И когда некоторые товарищи, которых сейчас уже нет, мы не будем называть имена, они стали говорить о том, что руководители крупных корпораций, члены правительства имеют огромные дома, имеют там очень богато живут, то простой человек, они что, удивили? Нет, они говорят, ну молодцы, если бы мы пришли, мы бы то же самое делали. Поэтому никого этот человек, которого уже нет, с февраля этого года, он не удивил. Ну, в смысле, кого-то он удивил, молодежь, там, политически малообразованных, меня он этим не удивил. И большинство взрослых людей он этим не удивил. И почему? Потому что это действительно так. Это всегда, может быть, преувеличено, да. Может быть, там, ну, нужно же преувеличить, перед Западом было показать. Но в целом это так и есть. И ситуацию с арестованным замминистра обороны Ивановым это показывает, что так и есть. Почему? Потому что люди во власти, дорвавшись до власти, они стараются, они много делают, да. Но они для себя слишком много, а нельзя. Нельзя. При всем, вот член ЦК и секретарь ЦК Яков Петрович Рябов. Человек, который назначил, помог Ельцину стать во главе страны. Что он говорил мне? Я был у него дома, трехкомнатная, четырехкомнатная квартира, но не один жил, с семьей. Ну, мебель, все. Роскоши не было. Он по сравнению с простым человеком, в том числе со мной, ну, он жил хорошо. Но, в принципе, по сравнению с нашими олигархами, он жил очень бедно. Он говорил, мне для удобства вот это нужно, личный кабинет небольшой, чтобы у меня была кухня там, нормально все. Но больше это мне для чего? Я говорю, у вас золотых унитазов не было? Он говорит, ты что, дурак? На черта мне твои эти золотые унитазы? Я говорю, а эти наши руководители, чиновники нынешние, он говорит, это говорит, от лукавого, от дьявола нас так не учили. Нам говорили, должна быть скромность, но если ты занимаешь высокий пост, у тебя должно быть лучше, чем у простого человека. Но не в 100 раз. И не в 1000 раз, а немножко лучше. Ну, ты занял положение, конечно, ты не должен жить совсем. Но и так. И это правильно. Потому что, ну, не должен он о бытовых вопросах думать. У него должно быть в достатке. Но достаток – это не роскошь. Это два разных. И вот я поэтому считаю, что страна, люди должны жить в скромности, достатке, но не в роскоши. А когда такой разрыв, одни живут в большой роскоши, а другие, сами понимаете, бедности это очень плохо и ничему хорошему не приводит. Есть иноагенты, артисты, которые начали хаять нашу страну. Это отношение отрицательное. Есть иноагенты, почему-то их так назвали, которые стали писать о том, что есть на самом деле. Их назвали иноагентами, а теперь то, что они писали, пишут все про замминистра обороны Иванова. Вот как будет отношение? Неоднозначное. Я считаю, что нужно разделять. Есть иноагенты просто, они получают деньги от кого-либо. Получают, что. Надо контролировать, но это же не значит, что надо их искать. А есть, которые получают от тех, кто работает против страны. Вот против этих к этим отношение у меня плохое. А те, которые просто, пусть есть и есть. У Горбачева, когда он пришел к власти, у него была наоборот такая любовь к Западу, и она оставалась до конца. А нельзя любить людей, которые прячут камень за пазухой, чтобы потом в тебя его бросить. А Запад был всегда такой. Всегда. А у Путина другое отношение. Он всегда осторожно. Горбачев был немножечко наивный, немножечко. Он действительно верил, что к нам будут иначе люди относиться. Так, извините, и Путин открыто сказал, что когда он пришел... 15 лет назад Путин верил? А он сам об этом говорил, да, верил. Но не 15, а когда только пришел к власти. В 7 году он перестал верить. А это тоже опыт.
А как вот человек пришел, он, в принципе, понимал, что все равно Запад нас окружает. Ну, они сильные. И почему мы должны конфронтацию? А потом поняли, что они-то сильные от чего? От того, что нас они хотят сделать хуже, страшнее все. Ну, чтобы у нас было все хуже. А мы-то думали, что они хотят, чтобы у нас было лучше. Нет. Я тоже так думал. Вы что думаете? Я иначе думал. Я в 2000-е годы, в конце 90-х, я думал, вот, у нас вот почему все плохо? Потому что мы не берем что-то с Запада. А мы тогда мало что брали, при всем том. Но мы брали наши технологии, они брали, а мы у них продукты брали. Все. Ну, красивые, в красивой упаковке. Но такие продукты, которые лучше бы, чтобы мы сами выращивали. Ну, все это очевидно. Просто со временем это стало... Я объясню даже, почему сейчас это стали зажимать. Очень много людей не понимают, вот, политически безграмотные. И когда простому обывателю это начать объяснять, вот это хорошо, а это плохо, у него смыкается, он говорит, плохо, значит, надо искать врага. Образ врага для кого-то это иноагент, а для кого-то это власть. Поэтому ничего хорошего из этого. Поэтому пусть немножко будет временно ограничено. Я вам скажу больше, я за сословное общество. Понимаете, если сословное общество будет, одни права для людей образованных, грамотных, и другое для людей, которые ничего в этом не понимают, и им не нужны никакие свободы, кроме экономических. Я жил в Узбекистане. При Каримове, президенте Узбекистана, до 2017 года там не было никаких свобод. Пришел новый президент, он говорит, политики немножко отпустим вожжи, но главное в экономике. Люди довольны, им дали экономическую свободу, большинство людей. Остались недовольные, которым не нужны, только экономически нужны. Но большинство людей только экономически свободы. Ayse payında, ayse sil, ayıra bir tigara.
Bayramı diktirler